Deutsche Grammatik A2, B1. Предлоги родительного падежа. Список предлогов, которые вы должны выучить и помнить, что после этих предлогов существительное меняет свой артикль. Данная табличка показывает, как меняется артикль у существительных всех трех родов после предлогов винительного падежа. Данная табличка покажет вам изменение артикля во множественном числе. Это вы должны знать как таблицу умножения. Итак, переходим к тренировке наших предлогов. В конце видео у вас будет упражнение для самостоятельной работы. Итак, с помощью примера. Anhand des Beispiels. Anhand des Beispiels. С помощью книги. Anhand des Buches. Anhand des Buches. На основе графика или с помощью графика. Anhand der Grafik. Anhand der Grafik. По результатам. Anhand der Ergebnisse. Anhand der Ergebnisse. С помощью карты. Anhand der Karte. Anhand der Karte. По случаю праздника. Anlässlich des Feiertags. Anlässlich des Feiertags. В связи с вашим визитом. Anlässlich Ihres Besuchs. Anlässlich Ihres Besuchs. То есть по случаю вашего визита, так тоже можно сказать. Или в связи с вашим визитом. По случаю открытия. Anlässlich der Eröffnung. Anlässlich der Eröffnung. По поводу его свадьбы. Anlässlich seiner Hochzeit. Anlässlich seiner Hochzeit. Здесь вместо артикля у нас притяжательное местоимение, и оно показывает род существительного и падеж с помощью своего окончания. За городом. Außerhalb der Stadt. Außerhalb der Stadt. То есть вне города, за городом. В нерабочее время. Außerhalb der Geschäftszeiten. Außerhalb der Geschäftszeiten. Существительное стоит во множественном числе. За пределами территории. Außerhalb des Geländes. Außerhalb des Geländes. Внутри квартиры. Innerhalb der Wohnung. Innerhalb der Wohnung. В
В течение нескольких дней. Innerhalb weniger Tage. Innerhalb weniger Tage. Внутри группы. Innerhalb der Gruppe. Innerhalb der Gruppe. В установленный законом срок. Innerhalb der gesetzlichen Frist. Innerhalb der gesetzlichen Frist. В кратчайшие сроки. Innerhalb kürzester Zeit. Innerhalb kürzester Zeit. Здесь у нас прилагательное kurz, короткий, стоит в превосходной степени, о чем говорит у нас суффикс est, и окончание родительного падежа. Представьте, что здесь артикль женского рода в родительном падеже. Innerhalb der Zeit. То есть прилагательное приняло окончание родительного падежа женского рода. Вследствие болезни. Infolge der Krankheit. Infolge der Krankheit. В результате несчастного случая. Infolge eines Unfalls. Infolge eines Unfalls. Из-за недопонимания. Infolge des Missverständnisses. Infolge des Missverständnisses. Вследствие технических проблем. Infolge technischer Probleme. Infolge technischer Probleme. Здесь прилагательное имеет окончание артикля множественного числа в родительном падеже. Вдоль побережья. Längs der Küste. Längs der Küste. Вдоль границы леса. Längs der Waldgrenze. Längs der Waldgrenze. Вдоль автобана. Längs der Autobahn. Längs der Autobahn. Вдоль стены. Längs der Mauer. Längs der Mauer. Вместо ответа. Statt einer Antwort. Statt einer Antwort. Вместо новой машины. Anstatt des neuen Autos. Anstatt des neuen Autos. Вместо цветов. Statt der Blumen. Statt der Blumen. Вместо долгих речей. Statt langer Reden. Statt langer Reden.
Несмотря на холод. Trotz der Kälte. Trotz der Kälte. Несмотря на все усилия. Trotz aller Bemühungen. Trotz aller Bemühungen. Несмотря на запрет. Trotz des Verbots. Trotz des Verbots. Несмотря на свой страх. Trotz seiner Angst. Trotz seiner Angst. Несмотря на плохое настроение. Trotz der schlechten Laune. Trotz der schlechten Laune. Невзирая на потери. Ну или несмотря на потери. Ungeachtet der Verluste. Ungeachtet der Verluste. Несмотря на все трудности. Ungeachtet aller Schwierigkeiten. Ungeachtet aller Schwierigkeiten. Недалеко от границы. Unweit der Grenze. Unweit der Grenze. Недалеко от вокзала. Unweit des Bahnhofs. Unweit des Bahnhofs. Недалеко от школы. Unweit der Schule. Unweit der Schule. Во время лекции. Während der Vorlesung. Während der Vorlesung. Во время полета. Während des Fluges. Während des Fluges. Во время еды. Während des Essens. Während des Essens. В течение ночи. Während der Nacht. Während der Nacht. Из-за погоды. Wegen des Wetters. Wegen des Wetters. По причине опоздания. Wegen der Verspätung. Wegen der Verspätung. Из-за ошибки. Wegen eines Fehlers. Wegen eines Fehlers. Из-за моей работы. Wegen meiner Arbeit. Wegen meiner Arbeit. Из-за высокой цены. Wegen des hohen Preises. Wegen des hohen Preises. И теперь перед вами упражнения для самостоятельной работы. Надеюсь, вы все уже знаете эти предлоги, как они переводятся и как меняется существительное после этих предлогов. Вам нужно вставить предлог, поменять форму существительного и сделать перевод каждого предложения.
Проверить себя вы сможете на следующем слайде. Желаю вам всем успехов и приятного обучения!